За потоком многочисленных новостей и ежедневно меняющейся международной повестки мы как-то упустили один очень важный момент, который, я вас уверяю, в будущем определенно поможет всем национальным республикам Российской Федерации стать независимыми государствами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, а мы начинаем. В июне этого года Владимир Путин на встрече с представителями информационных агентств, в том числе и иностранных, в рамках Санкт-Петербургского экономического форума 2025 попытался обосновать право так называемых Луганской и Донецких народных республик на независимость. На мой взгляд, он сказал там фатальные слова для будущего России. Давайте послушаем эти слова. Но можно как угодно спорить, понимаете? Можно как угодно наклеймить Россию за то, что она начала агрессию. Ну, послушайте меня. Но не надо быть большим, так сказать, специалистом в области публичного международного права, чтобы понять логику, которую я сейчас скажу. Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части. Это юго-восток Украины. Донецк и Луганск. Они приняли решение отделиться. Они имели на это право или нет? Строго говоря, в рамках международного права и устава ООН они имели на это право. Соответствующая статья говорит о праве нации на самоопределение. По-моему, даже первое. Вы понимаете, это право народа на самоопределение. Первое. Второе. В ходе этого процесса обязана была эта часть страны спросить разрешение у центральных властей, у Киева или нет? Нет. Есть решение Международного суда ООН, согласно которому это был прецедент, созданный Косово. Международный суд ООН прямо записал: если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям. Все. Ну вот Донбасс отделился. Дальше. Мы имели право признать их независимым. Мы 8 лет не признавали, понимаете? 8 лет мы терпели и пытались договориться. В конце концов, они объявили о независимости. Мы имели право их признать. А почему нет? Мы их признали. Но признав их, мы заключили с ними договор о взаимопомощи. Мы могли это сделать? Ну, конечно, могли. Мы это сделали. В рамках этого договора, который мы ратифицировали парламентом, мы обязаны были оказать им помощь, в том числе и военную. Они к нам обратились с этой помощью официально. И мы эту помощь оказываем. Вот скажите, где я ошибся? Хоть на каком шаге я допустил ошибку? Ну, вы не найдете ее просто. Ее нет. Итак, что мы слышим? Оказывается, если часть территории одной страны приняла решение отделиться, то это допускается согласно уставу ООН, и Путин даже называет эту статью устава ООН, статья 1. Действительно, согласно уставу ООН, статья 1, пункт 2, говорится: Организация Объединенных Наций преследует цели развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения, принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира. Здесь о праве нации на самоопределение говорится очень размыто, очень мало, но оно есть. Более четко это было сформулировано в резолюциях 1514 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 года. Называется она «Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам». Это один из важнейших международно-правовых документов, заложивших основу глобального процесса деколонизации в 20 веке. Основные положения резолюции. Первое. Подчинение народов иностранному игу и господству и их эксплуатация является отрицанием основных прав человека, противоречит Уставу Организации Объединенных Наций и препятствует развитию сотрудничества и установлению мира во всем мире. Второй пункт. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Третий пункт.
Недостаточная политическая, экономическая и социальная подготовленность или недостаточная подготовленность в области образования никогда не должны использоваться как предлог для задержки достижения независимости. Четвертое. Любые военные действия или репрессивные меры какого бы то ни было характера, направленные против зависимых народов, должны быть прекращены с тем, чтобы предоставить им возможность осуществить в условиях мира и свободы свое право на полную независимость, а целостность их национальных территорий должна уважаться. Пятое. В подопечных и не самоуправляющихся территориях, а также во всех других территориях, еще не достигших независимости, должны быть незамедлительно приняты меры для передачи всей власти народам этих территорий в соответствии со свободно выраженной ими волей и желанием, без каких бы то ни было условий или оговорок и независимо от расы, религии или цвета кожи, с тем, чтобы предоставить им возможность пользоваться полной независимостью и свободой. Дальше при разговоре со СМИ Путин говорит, обязана ли отделяющая часть спросить у центральной власти разрешение на отделение. И тут же отвечает «нет». И ссылается на прецедент в Косово, когда эта республика в 2008 году отделилась от Сербии. Давайте разбираться. Итак, мы имеем действительное положение Устава ООН, который признает право нации на самоопределение, вплоть до отделения и установления собственного независимого государства. Однако, этот принцип самоопределения народов входит в противоречие с принципом территориальной целостности, который также прописан в Уставе ООН, статья 2, пункт 4, который гласит: все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций. Более четкое определение прописано в той же резолюции 1514 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 года. Под пунктом 6. Всякая попытка, направленная на то, чтобы частично или полностью разрушить национальное единство или территориальную целостность страны, несовместима с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций. И вот эти вот два принципа, с одной стороны самоопределение народов, а с другой стороны территориальной целостности, постоянно входят друг с другом в клинч, противоречия друг друга и вызывая споры международных юристов. Но и здесь есть четкие определения, когда тот или иной народ, та или иная территория может выйти из состава государства и обрести полную независимость. Есть резолюция 2625 Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года, Декларации о принципах международного права. Эта декларация – один из основополагающих документов международного права, который конкретизирует и развивает положение Устава ООН, в том числе по праву народов на самоопределение. Что говорится в этой декларации? В декларации подтверждается, что все народы имеют право на самоопределение. То есть они могут свободно определять свой политический статус и обеспечивать свое экономическое, социальное и культурное развитие. Также говорится там: создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого второго политического статуса, свободно определенного народом, являются формами осуществления этим народом права на самоопределение. А далее там также говорится: никакое положение вышеуказанного не должно быть истолковано как санкционирующие или поощряющие действия, направленные на частичное и полное разрушение национального единства и территориальной целостности суверенных и независимых государств. Вот здесь самое главное: соблюдающих принцип равноправия и самоопределения народов и обладающих правительством, представляющим без различия весь народ, населяющий данную территорию, независимо от расы, вероисповедания или цвета кожи. Что это значит? Это положение закрепляет, что право на внешнее самоопределение, вплоть до отделения и независимости, может применяться в тех случаях, когда государство не представляет интереса всего населения, а напротив осуществляет дискриминацию, угнетение или нарушение прав человека. В частности, колониальные народы, народы под российским режимом, жертвы систематического угнетения имеют право отделиться. Когда внешнее самоопределение допускается? На практике внешнее самоопределение, то есть независимость, может быть признано международным сообществом в случаях,
колониального подчинения, классические колонии, иностранной оккупации, систематических и тяжелых нарушений прав человека, в том числе этнических чисток, апартеида, уничтожения культуры и языка народов, лингвоцид, репрессий против национального меньшинства или народа, отказ государства представлять все население, например, если правительство представляет только одну группу и угнетает все другие. Примеры в истории, когда из-за таких нарушений отделялись территории и народы и их признавали. Давайте рассмотрим. Бангладеш. Отделение от Пакистана в 1971 году. Признано. Южный Судан. Признано после длительного конфликта и репрессий. Косово. Признано рядом стран, в том числе США и большинством стран Евросоюза, на основании гуманитарного вмешательства и этнических чисток сербскими властями. То есть Косово получило право на независимость в результате геноцида и этнических чисток со стороны сербов. И этот пример, который Путин упоминает, не применим к Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, так как там не было никакого конфликта до момента их образования, то есть до 2014 года. Народы этих регионов жили вполне благополучно. Русский язык в школах не только преподавался, но и шло обучение на русском языке. До 2014 года, когда были провозглашены так называемые ЛНР и ДНР, в Донецкой области существовали школы с русским языком обучения, украинским языком обучения и школы с преподаванием на двух языках. Например, в самом Донецке до 2014 года было 70 школ с русским языком обучения, 63 школы с обучением на двух языках и 18 школ с украинским языком обучения. Согласно законодательству Украины, русский язык был одним из региональных языков. Его использование в образовательном процессе было разрешено. Никаких этнических чисток, репрессий и других форм геноцида там по отношению к русскому населению не было. А если не было никакого геноцида, лингвоцида, этнических чисток, репрессий, дискриминации по национальному признаку, то так называемые республики ЛНР и ДНР не имели права на независимость, а Россия не имела права признавать эту независимость. И пример Косово, который привел Путин, здесь совершенно несовместим. Но если мы возьмем Российскую Федерацию, то здесь как раз применимы эти пункты из резолюции ООН, где говорится о праве на независимость, и применимы они к народам России и национальным республикам, входящим в Российскую Федерацию. Давайте по пунктам. Колониальное подчинение. Захват Казанского ханства, Башкирской Орды, Сибирского ханства, Калмыцкого ханства, Кавказа. Систематические и тяжелые нарушения прав человека, в том числе этнические чистки по отношению к народам России, по отношению к татарам, черкесам, нагайцам, чеченцам. Депортация десятков народов со своих земель, в результате которых погибло до половины этих народов. Устроенные искусственные голодоморы, как, например, в 1921 году, когда погибло 700 тысяч башкир. Сегодняшнее участие в войне против Украины, волей Московского Кремля, всех национальных республик и уничтожение там коренных народов России. Апартеид, когда ущемляются права нерусских народов, ущемляется их религия. Уничтожение культуры или языка народов, так называемый лингвоцид. Об этом я и многие другие деколониальные активисты множество раз публично озвучивали. Примеров масса. Репрессии против национальных меньшинств или народов. Это чеченский народ, который потерял сотни тысяч людей в своей борьбе за независимость. Это репрессии против национальных активистов во всех республиках России. Это сегодня происходит с нашим башкирским народом. Особенно это ярко отразилось во время так называемых баймакских событий, прошедших в январе 2024 года. Отказ государства представлять все население, например, если правительство представляет только одну группу и угнетает другие. Пожалуйста, это сегодня особенно ярко проявляется, когда выпячивается роль русского народа, а все другие народы принижаются. И даже в Конституции Российской Федерации внесли слова о государствообразующей роли русского народа, и во всеуслышание нам начали навязывать русскость. Когда говорят, что мы ни башкиры, ни чеченцы, ни ингуши, ни калмыки, ни якуты, ни буряты, а русские башкиры, русские чеченцы, русские ингуши, русские калмыки и так далее. Что важно? Буквально недавно этот колониальный характер России и ущемление прав народов было признано резолюциями Парламентской ассамблеи Совета Европы. 26 февраля 2024 года
в связи с гибелью Алексея Навального Европейский парламент принял резолюцию 2579, которая гласит, что любые устойчивые изменения в Российской Федерации требуют ее деимпериализации, деколонизации и рефедерализации государства и ясного разрыва с имперским прошлым России. Дальше, 17 апреля 2024 года, новая резолюция ПАСЕ зафиксировала, что режим Путина связал себя с империалистической идеологией русского мира, что Российская Федерация является федерацией только формально, что коренные народы, национальные и этнические меньшинства в Российской Федерации принудительно русифицируются в рамках политики устранения национального и этнического разнообразия внутри Российской Федерации. И, наконец, в качестве политического вывода, что деколонизация Российской Федерации является необходимым условием для утверждения демократии в Российской Федерации. А в своей резолюции 16106 от 28 января 2025 года, то есть буквально полгода назад, ПАСЕ пошло еще дальше. И там озвучено, пункт 12. Ассамблея далее призывает государства-члены Совета Европы и международных партнеров добиваться реализации в Российской Федерации декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой резолюцией 1514 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1960 года, начав с осуждения массовых нарушений прав человека и прав коренных народов Российской Федерации. То есть нас мировое сообщество признало колониальными и покоренными народами, в отношении которых применяются со стороны российских властей систематические нарушения прав и свобод. И мы, народы России, имеем полное право на независимость согласно того же устава ООН и принятых в дальнейшем резолюций. И Владимир Путин сам запустил этот процесс, благодаря которому мы, опираясь на его же слова, будем реализовывать свое право на самоопределение, вплоть до создания своего собственного независимого государства. Это значит, что и юридически, и исторически, и морально-этически, и просто по-человечески мы имеем полное право на независимость. И с падением путинского режима мы его обязательно получим. На этом все. До свидания.